Думаю, можем начинать. Так. Еще раз вечер. Здравствуйте, дорогие участники. Добро пожаловать на наш специальный тренинг «Превращаем нашу идею в цель, результат и деньги» от нашего спикера Рената Маратовича по сегодняшней agenda, то есть наша повестка на сегодня. Сначала это, конечно же, правила конфиденциальности, правила онлайн-этикета, речь самого спикера и вопрос-ответ, где вы можете задать вопросы, интересующие вас. Так, по правилам конфиденциальности напоминаем, что на наших тренингах действует правило конфиденциальности. То есть здесь принято считать, что информация, которой делятся участники, по умолчанию не предназначена для выноса за пределы тренинга. Поэтому прошу не распространять. Правила онлайн-этикета. Первое – это самое главное – тайм-менеджмент. Пожалуйста, просим каждого не опаздывать на наши презентации, на наши тренинги, заходить пораньше назначенного времени. Еще раз напоминаем, что лучше включить камеру, стоит включить камеру и выключить микрофон. Также просим каждого участника проявлять активность, задавать вопросы, отвечать на вопросы, комментировать, как-то проявлять эту активность. Также соблюдайте дресс и следите за общей картиной. Ну а теперь к нашему сегодняшнему спикеру. Наш сегодняшний спикер Ренат Маратович, и причина, по которой сегодняшний тренинг является специальным, в том, что Ренат Маратович является руководителем конкурса Open Space, и на этом тренинге он покажет, как найти источники финансирования проектов и как оценить свой проект. Он является доктором химических наук и исполнительным проекта FP9713. Еще общий объем его проекта, то есть финансирование, общий объем финансирования 250 тысяч евро. И сам проект занимается разработкой самозаживляющихся покрытий для панелей солнечных батарей космического использования совместно с компанией Catalyze Zero. Так, ну а теперь мы перейдем слово нашему сегодняшнему спикеру. Здравствуйте, Ренат Маратович. Так, включаю камеру. Құрметті қатысушылар, баршаңызға қайырлы кеш. Бүгін мен айтам идея, мақсат және қаржы арасындағы қандай байланыс бар. Я сегодня хотел вам показать, где связь и какая цепочка стоит между идеей, целью, ее решением и деньгами. Ну, ребята, вот, видимо, копались в интернете про меня и выкопали совершенно мой старый проект за 2008 год. Ну, ладно. Ну, вообще, я хочу сказать, что последние 11 лет я занимаюсь как раз студенческими высокотехнологическими проектами в части их монетизации предпринимательства. Ну и у меня есть, скажем так, мои выпускники, бывшие студенты, довольно успешные и богатые бизнесмены сейчас, которые в той или иной степени какие-то идеи смогли монетизировать. Можно следующий слайд? Вот, и идея. Начнем с нашей идеи. Вообще, на самом деле, вот это самое сложное. Кажется, что да, идею придумать просто, на самом деле это не так. Я вообще вот своих детей всегда, в этом плане мы как бы противоположны с моей женой. Я своих детей вообще не ограничиваю фантазировать, и с младшим у нас даже вот есть, ему сейчас 5 лет,
И с младшим у нас даже есть такая игра придумать, что тебе приснилось, и фантазировать. Просто вот фантазировать, что тебе приснилось, даже если тебе ничего не снилось и вообще не приходят сны. Так, чтобы правое полушарие мозга включилось. Ну, вы знаете, наверное, что наше правое полушарие мозга, она специализируется на обработке информации, которая не выражается там словами, она идет в символах, образах, дает возможность людям мечтать, фантазировать. И, ну, как бы мы здесь, оно не может рассматривать проблему, наше правое полушарие в целом, там, применяя анализ, расчет, точность. Оно такое творческое, сумасбродное. И когда оно работает, это очень хорошо. Оно генерирует идеи. Левое полушарие, конечно, тоже важно. Без левого полушария мы не могли бы выжить как Homo sapiens, поскольку следующие как раз шаги после идеи, там уже работает левое полушарие. Но что здесь важно, вот с точки зрения идей? Ну, насколько, возможно ли идею монетизировать? Ну, я бы ответил на этот вопрос так, что не каждая идея может быть монетизирована, превращена в деньги. Но каждая идея может быть монетизирована. Самое главное в этом целеустремление. Вообще очень важно, чтобы в команде был хотя бы один такой человек с большим правым полушарием мозга, который бы генерировал идеи. Пусть он даже, пусть он даже будет, я не знаю, не способен потом ее реализовать, превратить в цель и достичь ее. Он, как правило, на этом участке начинает скисать, провисать, но тем не менее, вот это творческое начало генерации идей, она просто сумасшедшая. Ну, вы, наверное, сейчас слышали про компанию OpenAI и ее продукт ChatGPT. Ну, все знают, да? Значит, вот в настоящее время там сумасшедшие деньги в нее вложил Microsoft для того, чтобы не провалиться на рынке. Они вынуждены были скупать ее за сумасшедшие деньги. Но кто вообще первый инвестор в этих ребят, в этот гараж? Кто-нибудь знает? Да, Илон Маск. Вообще у этого человека просто сногсшибательное чутье на идеи, на сумасшедшее какое-то творчество. Я просто поражаюсь. То есть первые деньги им дал на вот эту разработку Илон Маск. И это поразительно. Понимаете, так чувствовать, так поразительно воспринимать. И мне кажется, он сам тоже сумасшедший генератор идей, такой как раз право полушария своей команды. И если такой человек есть в команде, это даже если он больше ничего не умеет делать, это просто поразительно. Понимаете, если он будет генерировать сумасшедшие идеи. И никогда не надо останавливать. Ой, вот этот человек выдумывает всякую кучу сумасбродных идей. Не бывает сумасбродных идей. Это поразительно. Это дано только человеку. Вот так фантазировать, выдумывать. Больше ни одно животное на Земле не способно на это. И поэтому очень интересно, и я люблю выслушивать самые сумасбродные, самые сумасшедшие идеи. Но если стоит вопрос, как идею монетизировать, то на самом деле здесь уже
должно подключаться наше левое полушарие, где нужна серьезная аналитика, где нужна точность, расчет и прочее для того, чтобы эта идея монетизировалась. Можно, девочки, следующий слайд. Итак, цель. Как с помощью идеи достичь нашей цели? Какая связь вообще между идеей и целью? Я не вижу, у меня экран Да. Сори, если что-то за связью, я потому что очень далеко от... Вот. Но тем не менее. Итак, на самом деле, для того, чтобы идея стала целью для достижений, нужно сформулировать для нее план, временной план достижения. То есть цель не может быть без срока поставленного. Если срок не поставлен, это все так же идея, с которой можно болтаться, ходить, рассказывать ее всем подряд и прочее. Как только у идеи появляется срок, когда она может быть реализована, плюс когда ты понимаешь, какие ресурсы нужны для того, чтобы эту идею в этот срок положить, она становится целью. И здесь очень важно понимать, что на самом деле когда мы переступаем вот этот грань между идеей и целью, и когда появляется время, то время – это уже категория бизнеса. Время само по себе, оно уже категория бизнеса. На самом деле, вот, когда мы говорим, допустим, какая разница, там, скажем, между наукой и бизнесом? Безусловно, и вот здесь как бы наука, она не требует монетизации. В науке можно фантазировать, можно тратить бесконечное количество времени на эксперимент, не достигать результатов и целей, списывать это, в общем, не произошло, отрицательный результат тоже результат и так далее. Я сам очень много занимался наукой, и она, время не ограничено по времени для исследований. Вот я недавно прочитал, что в Австралии завершился самый длинный в мире эксперимент, и он занял 78 лет. Они ждали, когда капнет вот какая-то там австралийская смола природная. Они ждали вот это формирование этой капли 78 лет. Я думаю, что те, кто начал этот эксперимент, их давно нет на Земле. Вот. Проекта хорошо, там это было второе или третье поколение ученых, которые дождались, когда вот эта смола, она наконец капнула. У нее сформировалась капля, и она оторвалась от основной массы. То есть наука может 78 лет результата, на которого не хватит нормальной человеческой жизни. Потому что наука, она безвременная. Неважно, когда ты постигнешь там тайны Вселенной. Да, и не знаю, там, допустим, если бы не пришел сумасшедший Альберт Эйнштейн, то когда бы мы постигли там вот тонкости, да, взаимоотношения времени и света, и таких категорий, может быть, на 50, а может, на 100 лет позже. Но при этом как бы Аллаху все равно,
Здесь в науке времени нет. В бизнесе время – это деньги. Мы все знаем, что здесь категория, она сжимается, потому что как только вы ставите цель, время, формируете ресурсы, то вы ограничены в этом времени. Не успевая в это время, вы можете терять конкурентность или актуальность вообще реализации этой идеи. Я помню пример, вот у меня хороший друг, он открыл потом, сейчас его продукция, я не буду рекламировать, его продукция есть на полках каждого супермаркета, вот кисломолочных продуктов, самых разных, большой линейки в Алмате. И мы разговаривали с ним, это было конец 90-х годов или начало 2000-х, и он говорил, что вот как бы на рынке вот только вот такие сахарные все напитки такие, и я думаю, продавать просто нормальный казахский чай бутылированный. И вот он пробовал, но все равно без сахара, без консервантов ничего не получалось. Бутылки взрывались, не хранились. Потом он занимался тоже, он выпускал бутылированный чай, но он был сладкий. Вот, и, в общем, там целое искусство. То есть вот эту идею и время он сумел подгадать и вышел на рынок, тогда, когда, допустим, вот этих сладких чаев еще бутылированных не было. Вы, может быть, не помните, вы моложе, у вас с детства они как бы... был период, когда вот были всякие там Зика-Мика, жутко сладкие эти вещи, напитки отвратительные. И такого ассортимента продукции не было. Собственно, мы, сформулировав срок, когда нам нужно эту идею воплотить, поставив себе срок, сформулировав те ресурсы, которые нам понадобятся, мы сформировали вот такую цель, мишень, куда мы движемся. И в этом случае нам уже будет понятно, что мы должны делать, как мы должны достигать, собственно, этой цели. Алтын, можно следующий слайд? И, собственно, результат нашей цели – это поражение вот этой мишени. Желательно точно в нашу идею, в яблочко. Я говорю, как с этим с чаем, допустим, результат оказался таким, что невозможно без сладкой консервации, допустим, бутылировать несладкий чай. Я, например, не люблю чай с сахаром, сладкий чай не люблю, сладкое кофе пью в таком натуральном виде. Я лучше буду там медом закусывать, но ничего не предпочитаю ничего не ложить. Но с другой стороны, вот эти бутылированные напитки, они сладкие. То есть вот его идея, она попала мимо цели, ему пришлось все равно вернуться к сахару, как ни крути. И поэтому стрела была не точно в яблочко. Такое тоже бывает. Но, тем не менее, результат был. Ему удалось наладить этот бизнес, монетизировать и выпускать, допустим, в то время, в начале 2000-х, довольно необычную продукцию, вот этот сладкий чай бутылированный, и он оттеснил, завоевал какую-то там свою мелкую нишу, особенно там в СИЗО подгадать этот срок ближе к летнему периоду и так далее.
Поэтому, ну вот, поразить цель в яблочко, что называется, тоже очень важно. Ну или такой пример, вот, у меня ну, был не очень хороший, как бы, тоже знакомый, он неправильно поставил срок достижения цели, и результат, ну вот, тоже отклонился и не попал в яблочко, когда он стал еще до вот этих вот массовых схем доставки, Глова, там, этот Яндекс Еда и прочее, это было начало нулевых, он запустил проект по доставке еды. И сделал это аккурат к месяцу Рамадан. Ну, то есть, ну, тут поставил срок, совершенно неудобный, и большая такая массовая клиентура, она просто на дневное время отвалилась. И тоже результат был, ну, немного мимо цели. Вот, стрела попала, не совсем в яблочко. Ну, в девятку, восьмерку он там с трудом вылез из этой ситуации, но тоже вот как бы немного не попал в срок. В результате ну, цель, мишень, она немножко отклонилась. В этом, вот, то есть на влияние вот на этот результат, как мы поразим цель, точно ли она попадет в ту идею, которую мы заранее придумали, есть масса всяких обстоятельств. Так же, как вы стреляете, когда из лука, если мы там не берем поправки на ветер, на всякое такое, на такие вещи, то как бы результат будет, ну, несколько отличаться от того, что мы бы хотели. Поэтому достижение результата, он вот именно целевого такого, он, безусловно, влияет на степень монетизации. То есть чем точнее вы попадете, тем на большей волне монетизации вы будете. И тем, ну, безусловно, более как бы у нас более релевантно, что ли, мы достигнем ну, вот, тех изначально заявляемых доходов, на которые рассчитывали. И, безусловно, неучет вот этих вот каких-то внешних факторов, там, погодных условий, там, времени дня и ночи, чуть смеркаться стало, и уже сложнее стрелой попасть в цель. Вот эти все нюансы, безусловно, их трудно оценить для того, чтобы достигнуть результата. И в этом плане, безусловно, очень важно, когда ставишь сроки, ресурсы, достижения, иметь несколько голов. Как говорится, одна голова хорошо, но все равно 2, 3, 4, 5, 6 голов гораздо лучше. Потому что здесь всегда можно какие-то вот такие нюансы, которые, казалось бы, ты не учитывал, можно достичь. Можно следующий слайд? Теперь вот я хотел бы поговорить, какая связь вообще между результатом и деньгами. Можно ли изначально еще как стрелу оценить как бы вот тот технический результат, который достигается, в какой степени он будет монетизирован? На самом деле, если чем точнее рассчитать предиктивно вот
этот технический результат может принести столько денег, тем на самом деле точнее ваша стрела попадет точно в яблочко. Поскольку это предиктивно, то есть ли какие-то механизмы или точки, как связать в эту некую функцию результаты и деньги, учитывая, что мы знаем как бы цель, к какому результату мы стремимся, сколько это принесет в монетизированном человечество выработало. Для этого есть единственный подход, который позволяет эту оценку сделать с минимальной погрешностью. Сразу скажу, что никаких стопроцентных точностей ничего сделать нельзя, всегда есть отклонения, но классические подходы расчета техника экономического обоснования, те алгоритмы, не обязательно их воспринимать в полноценном масштабном виде, но, по крайней мере, частично, они могут подсказать вам ваш технический результат и в какую функцию денег он будет стремиться, будет монетизирован. В том случае, если вы достигнете полноценно этого результата с той или иной вероятностью ошибки, как это выразится в денежном эквиваленте, в тенге. И, безусловно, здесь подходы, они очень важны. Я хотел бы сегодня, пользуясь тем, что у нас очень мало времени, но вообще у нас будут еще в дальнейшем тренинги, где мы более предметно поговорим об экономической оценке. Техническую вы сами знаете. Кроме вас, эту техническую часть лучше никто не скажет. Но как эту техническую часть превратить в экономическую, в деньги? Здесь я хотел бы поделиться несколькими функциями, просто для того, чтобы вы видели, что на самом деле эта связь, она человечеством выработана. И она существует, и можно вполне осознанно, пользуясь какими-то техническими характеристиками, оценить, превратить их в денежное выражение. И мы начнем сейчас. Следующий слайд можно, пожалуйста, девочки? Первый подход – это когда эта функция деньги от результата, она высчитывается без учета времени. Без учета времени. Представим, что у нас есть некий... И здесь есть несколько подходов. Один из них – это подход аналогий. Справа у меня есть функция, я ее объясню. С левой стороны есть, допустим, у нас два продукта аналогичного плана. Это не значит, что там можно связывать в эту форму, электромобиль и яблоко, и продажу яблока, да? Совершенно разные. То есть, продукты должны иметь некое подобие сходства. Допустим, продаем яблоко и грушу. Да? Есть продукт А и продукт Б. Они индексами показаны, продукт А и Б. Яблоко и груша мы сравниваем.
И, допустим, у нас и в этом плане вот левая часть, буква C, это cost, цена, это денежная часть. Правая часть, P, performance, это характеристическая часть яблока и груши. Так вот, между ценовыми взаимоотношениями между яблоком и грушей есть функциональная математическая связь, такая же, как отношениями их характеристик как продуктов, но через некое экспоненциальное значение. Допустим, у вас был там 5 лет назад некий бизнес, да? Либо вы знаете кейс такой, который был бизнес там с грушами. Да? Вы знали, значит, те характеристики и к какому ценовому результату это привело. В этом плане тогда, зная характеристики яблока, вы можете посчитать, какому ценовому показателю приведет вот этот ваш новый кейс с яблоками. То есть рассчитать отсюда CA. Зная все 3 других параметра, отсюда просто рассчитать CA. Вот эта функция закономерности, она, кажется, немножко сейчас сложной математически. Она была сформулирована таким ученым американским Дэйвом Лоу. Вот. Мало того, вот его группа, она сформировала, то есть она оценила, скоррелировала вот эту связь характеристик оборудования и их цены в некие закономерности. Вот если вы посмотрите вот на этот левый график, этот график относится к изготовлению центробежных насосов. И вот по горизонтальной оси характеристика этих насосов, их перформанс, то есть то, что вот правая часть этой формулы, это сколько там продукта он перегоняет кубических метров в секунду. И зная вот этот перформанс, можно вычислить, какая у него будет ориентировочно должна быть цена. Вот. Но проблема вот этих функций Лоу в том, что они не учитывают фактор времени. Вот эти функции он посчитал, и у него там целый такой талмуд-справочник по практически каждому техническому оборудованию. Но все эти расчеты были сделаны там в 97-98 году. Ну, то есть тогда еще, когда многие из вас, наверное, не родились. За это время, здесь как бы все эти расчеты, сразу оговорюсь, вот эта формула, они работают в долларах. Так что I'm sorry. Потому что он все считал вот эти взаимосвязи именно в долларовых эквивалентах. Но даже доллар с 98 года за это время подвергся сумасшедшей инфляции. Ну, не сумасшедшей, но серьезной. Тенге сумасшедший, а доллар не сумасшедший. И поэтому вот эта функция ло, она имеет вот такой один большой недостаток. Она не учитывает время, а время – это инфляция. Потому что вы должны понимать, что деньги сейчас, они гораздо дороже, чем эти деньги потом.
деньги у вас в кармане, дороже, чем такие же деньги в будущем. И вот этот недостаток серьезный, он тоже решаем. Можно следующий слайд? Вот. На самом деле в мире есть куча индексов. Ну вот я только приведу пару из них. Вот слева это индексы аналитического оборудования, называется индекс Маршалла и Свифта. Да? А справа индекс на химическую продукцию. Chemical Engineering Index. Ну, то есть там, не знаю, вы покупаете спирт, да? Если вы знаете цену спирта, это вот правая часть формулы, за 1998 год вы знаете цену спирта, и вы знаете индекс, какой был в 1998 году, и какой этот индекс сейчас, то вы можете прикинуть, какая будет стоимость спирта сейчас. Причем вот эти индексы, они учитывают инфляцию. Опять, I'm sorry, они связаны только с долларом. То есть, если нам нужно посчитать в тенге, то по этой формуле с этими индексами надо все пересчитать в долларах, а потом по курсу того года, который вы считаете, перевести в тенге. Но на самом деле вот эти вещи, да, они очень predictable, они очень как бы достаточно предсказуемые. Это вещи, которые используются вот, командой для расчета технико-экономического обоснования, когда нужно знать, сколько может стоить вот этот продукт в будущем. И используя две характеристики, допустим, без учета времени, мы можем рассчитать, сколько бы этот продукт стоил в 1998 году, а потом с помощью индексов мы можем переоценить, а сколько бы он стоил сейчас. Мало того, сейчас есть специальные программы компьютерные, которые вот фактически вот это все пересчитывают. Я думаю, что скоро там тот же вот ChatGPT или подобные конструкции, построенные на искусственном интеллекте, они помогут сами уже вам как бы соединять вот результаты деньги в математическую зависимость по вашему требованию. Но пока как бы вот такой алгоритм применяется, да, при оценке. И поскольку человечество использует эти алгоритмы, то они достаточно правдоподобны. Когда, допустим, делают ТЭО на коленке и высасывают из пальца ценный воздух, то и, безусловно, потом нужно потом вот этот бизнес еще... Особенно это страдают, когда делают проекты на государственные деньги. Потом просят дофинансировать и прочее. Да? Мы эти вещи знаем. Но вы должны понимать, здесь моя задача только как бы, что между деньгами и результатом есть не просто связь, а есть математическая связь, которая выработана человечеством, а поскольку есть математическая зависимость, то она поддается алгоритмизации, ну и упрощенному такому расчету. Ну и как бы в конце вот для затравки я еще хотел бы, можно последний слайд? Я хотел бы еще вам, в будущем
у нас будет еще тренинг для того, чтобы как бы развести эти вещи. Но я думаю, что вы знаете, да, что деньги бывают капитальными и операционными. А между ними очень важно эти деньги понимать. Что такое капитальные? Ну, как бы в простонародье их называют CAPEX и OPEX. То есть капитальные затраты, capital expenses, и операционные затраты, operational expenses. Это вещи, они несовместимые. То есть то, что мы вот сейчас формулировали идею в цель, в решение и в денежный эквивалент, это капитальные деньги, которые в той или иной степени они вкладываются в продукт, в объект. Это как если бы, допустим, деньги, потраченные на строительство дома. Да? Они как раз вот капитальные затраты, почему их нельзя соединять вместе? Потому что капитальные затраты, они выражаются в денежном эквиваленте. А операционные затраты, они выражаются не в денежном эквиваленте, они выражаются в отношении денежного эквивалента ко времени. И поэтому, ну, как бы нельзя просто взять и приплюсовать. Невозможно. И вот капитальные затраты – это вот как раз та монетизация расходов, которую мы оцениваем для достижения целей. И здесь, безусловно, для капитальных затрат важно время, срок, сколько вы будете строить дом, и, значит, насколько, как бы, какие средства и объемы вы сюда вложите. Ну вот здесь у меня тоже была такая история. Может, вы помните или нет, в 2011 году, ну, в этом году это вообще актуально после того, что случилось в Турции. Ну, я просто поражен, шокирован. В 2011 году довольно сильное землетрясение было 30 апреля в Алмате. Кто из Алматы, может быть, помнит. И мы с семьей жили на 12 этаже. И это так, знаете, ну, здорово качало. И мы с женой решили, что нет, мы будем искать возможность переехать и построить свой собственный дом. И вот как бы для реализации моя идея, она воплотилась через 2 года, в 2013 году, когда я купил землю и решил строить дом. Я поставил сроки, посчитал средства какие-то на все, заложил даже непредвиденные расходы, вдруг наш тенге опять с ним что-нибудь случится, и расписал все эти капитальные затраты, какие мне нужны для строительства дома. И мы начали активно строить с женой, и в 2014 году у меня случились там, у нас в семье там, ну, вот такие семейные несчастья. Сначала мой отец, потом ее отец скончались. В результате вот эти наши сроки сдвинулись на 2 года, потому что мы сфокусировались на другой задаче. И сумма возросла в 2 раза строительства от того, что я... И эта вот стрела полетела не очень туда, потому что никогда невозможно предсказать все условия и события, что может произойти. Вот. Ну, а операционные – это вот то, что мы тратим затраты на содержание дома. Там, налоги, чтобы вода текла, газ был,
и прочее, да, там где-то подмазать, подтереть. Это все операционные затраты, они никак не могут быть смешаны с капитальными. Ну вот я хотел сегодня поговорить о деньгах и об их взаимосвязи между идеей. И сейчас готов ответить на вопросы, если есть желающие. Ребят, у кого-нибудь есть вопросы? Все очень сложно. Как правило, очень сложно, когда знаешь свою техническую сторону, да, оценил там продукт, который ты изготовил, ну, там, не знаю, удобрение или еще что-то, да, как раз очень самая главная сложность оценить стоимость, деньги в денежный эквивалент технически. На самом деле это не так. Для этого есть математика. Да, слушаю. Кто-то только что хотел задать вопрос. Да. Маржан, вы хотите задать? Окей, на самом деле реально тема очень сложная. И действительно, никогда не предугадаешь, что будет через 5 лет, через год, даже если я поставила себе дедлайн. Но вот этот вот, лично мне понравилась часть, где вы рассчитывали вот это вот все. Правда, жалко то, что в долларах, тенге, но да, действительно, это очень полезный тренинг лично для меня. У меня после вашего тренинга захотелось сразу что-то расписать, что-то начать и через 2 года сделать. Запланировать в ближайшие 5 лет. Вот. Надеюсь, участникам... Можно задать вопрос? Да. Знаете, вот такой вот интересно, почему берется 98-й год? Знаете, просто так вот возник такой вопрос, даже те же индексы, цена. Нет, индексы, они публикуются ежегодно. Да, ну то есть можно брать прошлогодние, да, какие-то показатели, Да. как-то за пятилетку, да? Вот, допустим, индекс Маршалла и Свифта, он публикуется с 1903 года. Мгм. Можно даже найти там какой-нибудь... Динамику как-то смотреть, да? аналогичного носа за 1903 год и пересчитать, сколько он может приблизительно стоить сейчас. Опять же, если он тогда был, да? То есть на момент Да. создания, да? А вот как-то эту вот так. закономерность, о которой вы сказали, 1998 год, это закономерность ТИЛО. Они просто, они были выведены математически в 98 году. То есть сама формула, да? Да, между характеристикой насоса, да, сколько он перекачивает, и как это отражается на цене. И я так понимаю, что там берутся характеристики, ну, то есть не просто, да, сколько он перекачивает, а полностью, да, из каких материалов состоит и так далее, да, и какой-то общий индекс как-то высчитывают, да? Ну, да, безусловно, они брали... То есть это набор характеристик, да, нет такого, или каждый отдельный индекс? Для оборудования, допустим, те же закономерности, они, допустим, осуществимы для и, скажем там, IT-техники, да, по принципам ЛО. Но там характеристики другие, да, объем памяти, скорость процесса, вот эти берутся, да, во внимание. То, что их несколько, да, то есть нету такого, что... Да, нет. Yeah. Разные закономерности. Ну вот разные были ученые, которые искали эту связь, и она существует.
Спасибо. Мгм. Да, вопросы можно задавать и на казахском, и на английском. Қазақша, ағылшынша сұрасақ болады. Yeah. Ренат Маратович, здравствуйте. Да. Появился такой вопрос. Вот мы сейчас разрабатываем проект, который для целевых, грубо говоря, предприятий Мгм. должен быть использоваться. И вот, предположим, такая ситуация, то, что был разработан бизнес-план, экономическая составляющая, и уже подписан контракт, и вдруг неожиданно появляется вот инфляция. Вот сейчас она активно идет на рынок микроконтроллеров, они сейчас сильно подорожали в цене, а контракт уже подписан, то есть это уже какие-то убытки будут с нашей стороны идти, или как вот этот вот момент проработать? Максим, спасибо, очень интересный вопрос. Как раз вот предпоследний слайд, индексы, да, но на самом деле реальная цена, все, срок упущен, и цена нужно пересчитывать по индексам. Есть индексы и вот на как бы любой тип продукта, фактически, инфляционные индексы. В принципе, некоторые индексы сейчас выпускает и уже вот около 10 лет делает Европейский Союз. Но лучше всего использовать американские индексы, потому что они самые старые, они самые проверенные и на каждый тип. Но американские, у них есть один недостаток. Нужно пересчитывать все в долларах. Потому что эти индексы, они увязаны с инфляцией доллара. А потом уже, пересчитав доллары, можно по курсу того года пересчитать, сколько это тенге. Ну вот, однозначно, ваш проект, поскольку время ушло, стоимость его изменилась. Потому что время – неумолимая вещь. Хорошо, спасибо. Очень интересный подход вообще. Вот ТЭО, да, можно как бы и проектные такие организации большие, у которых широкая большая база технико-экономических проектов, они могут брать аналогичный и с учетом индексов пересчитывать их приблизительно, вот оценивая, как и сколько это будет стоить. Но это когда уже есть хорошая база такая накопленная, это возможно. А так однозначно 1, а тем более 2 года упущенных. Вот я приводил пример с моим домом, когда его цена выросла. Ну, просто я 2 года ничего не делал, деньги не тратил, но та цена, которую я посчитал, она вышла в 2 раза больше, чем я высчитывал из-за этого простоя. Отлично. Есть еще вопросы? Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Ну, мы будем еще встречаться, если надумаете, или просто пишите девочкам, вдруг какая-то идея возникла, я отвечу с удовольствием. Обязательно. Спасибо. Не бойтесь это выдумывать. И, кстати, в качестве отступления можно подсказать, Ренат Маратович, просто чат GPT вы затрагиваете, мы не видели, анонсировали GPT-4 выпускают, да, ну, то есть в этом направлении работают, что скоро нейросети, даже наши школьники из страны, да, на полмиллиарда, насколько я помню, выиграли грант от Microsoft, когда нейросеть будет уже создавать сайты, а GPT-4 уже там уже и видео, Видеоконтент уже начали, видеоконтент разрабатывать на основе искусственного интеллекта. На направлении, да, у нас Да, идет но, развитие. Ирлан, я вам скажу по секрету тайному, пока здесь никого нет, я у GPT консультируюсь. Когда я что-то сейчас вот пишу, последние 2 месяца, я с ней консультируюсь. И это такая хорошая консультационная помощь вообще, супер просто. Это не значит, что я беру ее текст, но те идеи, которые она подбрасывает, там,
формулировки. Ну да, ну, в принципе, и сама же как бы говорит о том, что не получится. Здесь она может только направить, но все равно все Да-да-да. Но делать самому. это гораздо лучше, да, чем там пользоваться Гуглом, где он тебе выкидывает ссылки, и потом ты по этим ссылкам шаришь. Согласен, да. Да. Отлично. Тогда еще раз хотела бы поблагодарить Рената Маратовича за очень интересный спич. Как Алтон уже упомянула, мы все теперь, скорее всего, распланируем ближайшие 5 лет нашей жизни. Хотим поблагодарить наших участников за то, что поучаствовали, пожалуйста, и особенно тех, кто активничал. Ирлан вообще наш постоянный активный участник. Спасибо вам. Вот наши контакты. Обязательно пишите нам, если у вас есть вопросы. Все announcements будут в наших Instagram-stories, Instagram и Вате. Если у вас есть какие-то личные вопросы, можете нам писать. Также подписывайтесь на наш TikTok, Instagram и YouTube. И также напоминаем, что 13 марта, уже завтра, будет тренинг по психологии с Максимом. Отлично.